Выборы вроде как бы и парламентские, но мы понимаем, что у нас 5 августа последнее слушание и, возможно, приговор Башкану Гагаузии, и, возможно, этот приговор, который может отстранить ее от работы, а может быть даже еще жестче. Я хотел бы что-то остановиться надо. Я скажу, что Евгения Гуцул, я ее знаю, мы общались, в принципе, не один год уже. Я скажу, как человек, она намного лучше многих наших башканов. А если взять, поставить на весы с бывшим башканом Еринабах, то наверняка, та разница, которая будет между ними, даже невозможно описать. Потому что как человек, она хороший человек. Вот она человек из народа, ее родители, сетули, простые люди, она прошла довольно-таки тоже тяжелую жизнь, где-то сама выбивалась, родила 2 детей, дети маленькие. Но так уж в жизни получилось, что каждый человек стремится к чему-то, и она попала в тот круг, где ее тоже поддержали. Да, и тут же поддержали, я скажу, и тут же подставили. Да? И вот она оказалась башканом Гагаузии, при этом нормальный, чисто душевно нормальный человек, не испорченный человек. И при этом, когда она стала башканом Гагаузии при поддержке других людей, других игроков, а не так, чтобы она сама. Вот я все решил на выборы сам, и я знал, что в дальнейшем, если будет хорошо, будут меня хвалить, если будет плохо, меня ругать. То она пришла, ей не дали возможность составить свой исполком. Она не набирала команду, с кем будет работать. Некоторые стратегически важные вещи не она принимала, а за ей, в принципе, это было, как говорится, давление со стороны и внешне со стороны. Поэтому она попала в тот тупик, который, навряд ли она вылезет. При этом, как человеку, я о чем сожалею, я очень хотел бы, чтобы она, как говорится, вернулась к своим детям, потому что, прежде всего, она мать. Но то, что случилось в Гагаузии и Башкана фактически привели не для того, чтобы Башкан сама решала, кто-то будет решать и будет кто-то командовать с Гагаузией. Для нашего народа это стало, можно сказать, катастрофическим моментом. Вот эти проблемы, которые начались, и они, возможно, могут продлиться дальше, и она может быть и вплоть до ликвидации Гагаузии. Говорим как есть. Поэтому это нужно исправлять. Не ругая ни Башкана, не ругая сегодня ни исполком, не возвращая к вчерашнему дню. Мы там уже ничего не исправим. Есть завтрашний день. Завтрашний день, сегодня четко понятно, что если Гуцул будет приговор, будут назначены новые выборы. Новые выборы это Башкана Гагаузии и Народное собрание. Народное собрание по-любому должны пройти. Ну а если будет приговор Гуцул, то будут и башканские выборы.